По требованию прокуратуры Мариинско-Посадского района аннулированы результаты конкурса на должность директора школы. Прокуратурой Мариинско-Посадского района проведена проверка соблюдения федерального законодательства на проведение конкурса на замещение вакантной должности директора муниципально-бюджетного образовательного учреждения Приволжская общеобразовательная школа. В ходе проверки выявлено нарушения, допущенные конкурсной комиссией при проведении конкурса на замещение вакантной должности директора образовательной организации. В частности, нарушены порядок его проведения, процедура отбора кандидатов и принятия итогового решения. По факту выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Мариинско-Посадского района внесено представление. По результатам рассмотрения представления итоги конкурса аннулированы. Конкурс будет объявлен повторно. Прокуратурой Московского района города Чебоксара пресечен факт нецелевого использования денежных средств, выданных в качестве субсидии. Прокуратурой Московского района города Чебоксара в ходе проверки соблюдения требований законодательства получения субсидий на организацию самозанятости установлено, что гражданин, обратившийся в казенное учреждение Чувашской Республики, Центр занятости населения города Чебоксара, Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики в целях поиска подходящей работы и был признан безработным. Заключив с Центром занятости населения договор, гражданин обязался осуществлять предпринимательскую деятельность с 2017 года по март 2020 года. В этих целях ему была предоставлена финансовая помощь в размере более 58 тысяч рублей. Установлено, что в июле 2019 года деятельность гражданина в качестве индивидуального предпринимателя была прекращена. Таким образом, гражданин нарушил условия предоставления денежных средств и добровольно их в бюджет не вернул. В этой связи по постановлению прокурора нарушитель привлечен к административной ответственности. По статье 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств» с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск прокуратуры района о взыскании с виновного бюджетных средств, полученных на организацию самозанятости. Верховный суд Чувашской Республики по требованию прокуратуры ужесточил наказание лицу, которое дал в суде заведомо ложные показания. Приговором Цивильского районного суда 28 января 2020 года 57-летний житель города Козловки признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ «Заведомо ложные показания свидетеля» в суде, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Судом установлено, что в один из дней февраля 2019 года осужденный, отбывавший наказание в исправительном учреждении, дал показания в качестве свидетеля по уголовному делу, в которых уличил сотрудника исполнительного учреждения в совершении уголовно наказуемого деяния – незаконном применении насилия. В последующем ходе судебного заседания указанное лицо в ходе допроса, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, дал несоответствующие действительности показания, противоречащие как ранее данным им самим, так и фактическим обстоятельствам дела, за что и был осужден. Прокуратура района не согласилась с наказанием, назначенным осужденному в виде штрафа за совершение указанного преступления, ввиду его мягкости и неучета при его назначении рецидива преступлений. Обжаловал приговор в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики с учетом позиции прокуратуры республики изменила приговор суда, назначив осужденному наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. В Ядринском районе прокуратурой выявлен факт нарушения сроков исполнения муниципального контракта. В ходе проведенной проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в обществе с ограниченной ответственностью ДРСУ прокуратурой Ядринского района выявлено нарушение закона. Так, между обществом с ограниченной ответственностью ДРСУ администрации Ядринского городского поселения заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городе, где определены конкретные сроки выполнения муниципального контракта. В соответствии с действующим законодательством изменение существенных условий контракта, в том числе сроков при его исполнении, не допускается. Проверкой установлено, что организации более чем на 90% превышен срок исполнения данного контракта. По выявленному нарушению прокуратурой района в отношении директора ООО ДРСУ возбуждено административное дело по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ «Изменение условий контракта, если они не предусмотрены законом». Постановлением заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.
силу. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской республики. Текст читала Ирина Константинова.